Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». Сегодня у нас в гостях Владислав Алексеев, магистрант Сколтеха Сколковского института науки и технологий. Владислав, добрый день! Расскажите, пожалуйста, нам немного о себе. Добрый день, меня зовут Владислав Алексеев, мне 23 года, я родился в селе Чурапча, учился в Якутской городской национальной гимназии, закончил школу в 2014 году, после поступил в Губкинский университет на геолога нефти и газа. А чем вы занимаетесь сейчас, Владислав? На данное время я учусь на втором курсе магистратуры в Сколтехе, в Сколковском институте науки и технологий, на программе «Нефтяное дело». Моя специализация – это моделирование и анализ данных нефтегазовой индустрии. Также я работаю стажером-исследователем в стартапе Digital Petroleum при Сколтехе. Здесь занимаюсь исследованиями в области цифрового керна. Керн – это образец горной породы, который извлекли из скважины, применяя методы искусственного интеллекта для геологических задач. Владислав, было бы здорово услышать подробнее о ваших исследованиях. Можете ли вы простыми словами объяснить нам, что такое искусственный интеллект и как он может быть использован в геологии? Могу больше рассказать о своем магистерском проекте. Она тесно связана с тем проектом, по которому я работаю в стартапе. В геологии очень важно понимать различные характеристики пород, в которых содержатся углеводороды, то есть нефть и газ. И для изучения этих пород проводится очень много экспериментов и съемок с помощью специальных аппаратов. Туда входит, например, съемка с помощью компьютерного томографа, всеми нами известный. Этот томограф дает трехмерную модель плотности пород. Также существует аппарат, который помогает идентифицировать минеральный состав пород под названием ChemScan, но он уже не работает в трехмерном режиме. Моя задача – это обучить нейронную сеть получать минеральный состав всей породы, используя только снимки компьютерного томографа. Анализ данных и искусственный интеллект, простыми словами, это синтез математики, программирования и экспертизы в определенной области, в моем случае в нефтяной геологии. Применение таких методов в геологии бесчисленное множество, начиная от определения минералов по снимкам, анализа космических снимков, построения карт, заканчивая сложными моделированиями потоков газожидкостных смесей в породах или создание моделей целых месторождений. Здорово! Наверняка данные разработки могут быть использованы для разведки и добычи полезных ископаемых в Якутии. Конечно, да, могут быть использованы. Методы искусственного интеллекта бывают полезны, они оптимизируют процессы, замечают то, что не могут заметить специалисты, либо делают то, что ранее было невозможно сделать. Почему вы выбрали Сколковский институт науки и технологий? Я очень люблю рассказывать эту историю. На 4-м курсе учебы в Губкинском университете я стал слушателем дополнительного курса Губкин Machine Learning, где я был единственным слушателем не айтишником. В то время в моем информационном поле было много новостей о том, как ученые сделали что-то классное с помощью нейронных сетей, поэтому я очень хотел изучать это, и я записался на этот курс. Прошел его, оставался еще год обучения, так как моя программа обучения была специалитетом. И после прохождения этого курса я понял, что мне нужно идти именно в область искусственного интеллекта и пробовать применять его в геологии. В это же время в рекомендациях YouTube мне попалось видео под названием «Нефть, газ и машинное обучение» от Постнауки. В этом видео уже мой настоящий научный руководитель Дмитрий Каратеев рассказывал, как это важно использовать ИИ в геологии, какие есть методы применения его в геологии. Сразу же после просмотра этого видео я уже строчил сообщение на почту, что мне очень интересна их деятельность и что я хотел бы попробовать с ними поработать. Он в ответ предложил мне поступать, и через год я уже стал студентом Сколтеха. Сколково всегда на слуху, но было бы здорово услышать от человека, который там учится и работает, какие там условия учебы, работы, может быть, даже проживания. Я очень люблю Сколтех. У нас новый, красивый и удобный кампус, мощные лаборатории, отличные профессора. На территории Сколково очень спокойно и тихо.
Мне нравится тут гулять и встречаться с друзьями в свободное время. К сожалению, у Сколтеха нет общежитий, но зато есть приличная стипендия для студентов. Она покрывает расходы на аренду, транспорт, питание, чтобы мы не отвлекались от учебы, не тратили свое время на подработку. Учимся и работаем сейчас удаленно, но профессора все предусмотрели и стараются делать так, чтобы удаленка не мешала нам в процессе обучения и не мешала работе над проектами. Многие ли в Сколково знают о Якутии? Да, могу сказать о друзьях, с которыми я тут учусь. Знают как самую большую холодную республику России. Как вы думаете, насколько развита инновационная экосистема нашей республики? Довольно развито. Я вижу много работы в этой области. Слежу за деятельностью, например, технопарка Якутия, якутской венчурной компании. Есть поддержка с их стороны стартапам. Инвестируют в них, создают комфортные условия для работы. Владислав, каким вы видите технологическое развитие Якутии? На что стоит обратить внимание? В плане технологического развития сделаны правильные шаги. Созданы ранее упомянутые институты поддержки инновационного предпринимательства в Якутии. С каждым годом увеличивается объем инвестиций, судя по отчетам. Но стоит обратить внимание на следующие проблемы. Первое – это недостаточно хорошая логистика с другими регионами, да и внутри республики. Это мешает товарообмену и экономическим отношениям между Якутией и другими регионами и странами. Также отсутствие перерабатывающих предприятий мешает нам экономически развиваться. И также было бы здорово, если бы были подходящие условия для развития и жизни молодых специалистов, чтобы снизить степень утечки мозгов. Владислав, можете ли поделиться, какие у вас планы после окончания учебы? После окончания учебы я хотел бы продолжить обучение в аспирантуре, получить кандидатскую степень и продолжать развиваться в этом направлении как ученый, применять ИИ в науках о Земле. Все мы знаем, что в Москве проживает довольно большое количество якутян. Общаетесь ли вы с земляками? Что вас объединяет? Во время учебы в Губкинском университете я часто участвовал в мероприятиях якутской студенческой организации «Айтал». Часто виделся с земляками и в университете, и в целом по Москве. Сейчас больше поддерживаю отношения с друзьями со школы, которые учатся или работают в Москве. Нас, конечно же, объединяет общее прошлое, теплые воспоминания о школе, якутская культура. Есть ли у вас мечта, связанная с Якутией и с ее развитием? Да, я очень хотел бы, чтобы Якутия шла в ногу со временем и вкладывалась больше в образование и новые технологии, чтобы наши природные богатства не были единственным мотором экономического развития. В общем, нужно вкладываться в людей, в их таланты, чтобы они могли максимально использовать свой потенциал для развития себя, своей семьи, своей рабочей сферы и в целом для развития Якутии. Владислав, что бы вы хотели пожелать тем, кто сейчас нас слушает? Желаю дорогим слушателям в это довольно непонятное время оставаться здоровыми. Пусть временная изоляция и смена образа жизни не привнесет больше хаоса и неудобств в вашу жизнь. Здорово, байболом! Владислав, спасибо за участие в нашей передаче. Надеемся еще не раз услышать ваше имя. Желаем вам успехов! Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях был Владислав Алексеев, магистрант Сколковского института науки и технологий. Друзья, вы можете найти записи наших выпусков на YouTube-канале НВК Саха и подкаст-платформах iOS и Android. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Будьте здоровы! Якутия – это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце родиной, другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья.
тақсан әререн илебин әрәунан айылаттан көттестен min алаңы мұхатын ережен аласпатын кухағын салатыла атты басыл жыбатын айыңырым ол құтыл қарыстан араңытшылан сөптақ солы ұяңы толағым солы нұстон арылан айыңырым ол құтыл қарыстан араңытшылан сөптақ солы ұяңы толағым солы нұстон арылан Min canlarımın taptıbın Oluğun yanaktabın Araktım bu hasimen Kinileri görebin Min alaska turabın Ucum bu kadınabın Tobuk paroktan tühen Iyesinden berjono harsta arangıtçılar Söktak solu ıyangın kinileri örü harsta İyesirin berjono harsta arangıtçılar Söktak solu ıyangın kinileri örü harsta Yağış gördüm gün taksan erere ilibin ereunan ayılaktan köteste min alağım muhatin yereceğim alaspatın kuhağın sanatılar